В НГУ прошла встреча с российским ученым в области физики элементарных частиц, заведующим лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института Тагиром Аушевым. Обсудили вопросы развития IT-технологий в республике. Студенты, коллектив профессорско-преподавательского состава университета, деканы факультетов и многие другие на встрече с профессором РАН в неформальной обстановке затронули существующую малоразвитость IT-сферы в регионе, проблемы и пути развития. Тагир Аушев отметил, при комплексном подходе и вовлечении в информационное пространство даже самых юных через несколько лет позволит исправить ситуацию. Как развивается IT-индустрия, куда ей надо развиваться и вообще на каком месте должна быть эта область в экономической модели республики. На мой взгляд, это самое перспективное направление. И я вижу в перспективе 10-15 лет совершенно другую экономику региона, экономику республики, основной компонентой которого будет именно IT-бизнес. Нужно создавать инструменты и грантовые для поддержки ребят, которые делают свои стартапы, свои проекты какие-то делают. Хотел бы отдельно обратиться к родителям, для того, чтобы они в своих приоритетах и в воспитании, и в обучении детей, расставлении, наставлении, куда идти, все-таки обратили внимание на IT, на IT-индустрию, на программирование. За этим будущее. И если в семье будет хотя бы один программист, семья уже будет обеспечена. На встрече предложили вовлечь в IT-пространство учащихся уже с 1 класса. И здесь совершенно неважно, любит ли школьник математику. Главный критерий успеха в обучении ребенку должно нравиться. Создавать популярные приложения значит знать язык программирования, а это прежде всего математические вычисления. Самое хорошее начало для детей именно в IT. Почему в IT? Потому что, во-первых, им очень интересно. С помощью IT можно завлечь детей в математику, физику, в английский язык. Почему? Потому что именно эти предметы помогают будущему разработчику, или же программисту, или айтишнику лучше и быстрее разобраться в самом IT. Тут высказывались и другие ребята по поводу развития IT. Кто-то предлагал центры открыть, но, как мы знаем, у нас есть центры, есть детские школы программирования, есть также и взрослые в режиме онлайн и в режиме офлайн.